Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Хотели сэкономить, а получилось наоборот. Еще в конце прошлого года жильцы дома номер 13 по улице Фрунзе установили общедомовой счетчик учета отопления. Но обещанной экономии не получили. Только лишь суммы в квитанциях выросли в 2 раза. С просьбой разобраться с данной проблемой они направили коллективное письмо в прокуратуру и обратились к нам в редакцию. В проблеме разбиралась Ирина Константинова. В текущем году подобное сегодняшнему стихийное собрание жильцов по улице Фрунзе, дом 13, возникает чуть ли не каждый день, а сплотило их общее разочарование. Тепловой счетчик. Нам сказали, где-то по 1000 будете платить, а мы сейчас, оказывается, будем платить по 3000. Где у нас экономия? С нас содрали за стоимость счетчика, получается. Где правда? Кто-то что-то, наверное, в карман сунул, а концов не найдешь. Многие годы в их доме общедомового счетчика отопления не было. Люди платили по нормативу. Ушли от руководства одной управляющей компании, выбрали другую, западной, и решили взять пример соседних домов и установить счетчики, чтобы не переплачивать. Всегда мы платили по тарифу. Это было где-то около суммы 1900 за 42 квадрата. А в этом месяце пришла квитанция на 3000. Естественно, мы пенсионеры, нас это возмутило. Тем более общаемся с другими людьми из других домов, знаем, что они платят гораздо меньше. Почему? Установили счетчик, и в то же время такая огромная сумма. Выходит больше, чем даже по тарифу. И вот мы возмутились, собрали инициативную такую группу, пошли вначале в прокуратуру. Да. Потом, мы пошли в свою управляющую компанию. До этого, обращались в управляющую компанию. И потом в тепловые сети. Но до этого я звонила в тепловые сети. Девушка мне там ответила, что вот на улице стало прохладно. Я говорю, ну как прохладно? Не 40 градусов же в конце концов. Дома я не скажу, что у нас жарко или еще что-то. Как всегда топили, так и топят. Вот. Но такая сумма, я говорю, может быть, что-то неправильно ошиблись при подсчетах. Нет, все правильно. Был ответ оттуда из тепловых сетей. Дом 70-го года постройки. Коммуникации уже давно требуют замены. Заглянув в подвальное помещение, кстати, его полностью не удалось осмотреть, так как оно отгорожено кирпичной кладкой. Жильцы утверждают, что владелец магазина, занявший весь первый этаж, их туда попросту не пускает. Здесь же мы обнаружили струйку воды. Видимо, это и есть та утечка, о которой говорили соседи. Потом нам тут стали говорить, что якобы большая утечка воды. Ну разве мы, жильцы, виноваты в том, что большая утечка воды? Мы выбрали свою управляющую компанию. Эта управляющая компания, наверное, должна контролировать за теми домами, которые относятся к ней. Правильно? Я думаю, так. Однако в месяц потери воды, как утверждают жители, приближается к 1800 кубометрам. С такими объемами дом бы давно уплыл. И тут возникает вопрос, куда уходит вода. Не понимают этого и жители. Это чего, это меньше, а у людей вон это по 3 с лишним. Да. Вот у соседки у меня такая же квартира. 116. У них вон это есть, вот, даже до 4000. Ну, куда это? И у нас сразу, тут почему, где, как, устраняйте, делайте, вы же положено это делать, мы же не умеем. Вот вы воруете, а куда? Воровать только океан воды. Если мы, выльем подвал, значит, у нас полностью подвал затопит эта вода. Как сообщили сотрудники компании, устанавливавшие счетчик, прибор сертифицирован и прошел регулировку. В момент нашей съемки счетчик был установлен по открытой схеме. Теперь же его перевели на закрытую. Видимо, оно также влияет на расход тепла. Также его перевели на минимальное потребление. После согласования установили счетчик. Установили 25 октября 2019 года. В эксплуатацию ввели 11 ноября 2019 года. Новый счетчик. Погрешности счетчика бывает, как мне объяснили. Тепловую энергию. На 3 вагона воды погрешность бывает, что ли? На 3 вагона воды. Представитель теплосетей по ЖКХ сняли контрольные показания счетчика. Они отрегулировали этот счетчик.
в течение недели должны посмотреть, как он будет работать. И завтра должны снять показания счетчика. Если счетчик будет уже работать по-новому, по-другому, как положено, без этих погрешностей, то уже подготовлено письмо теплосети МПЖКХ о перерасчете за прошлые месяцы по нормативу, чтобы людям пересчитали по нормативу. Вопросов у жильцов много и к руководителю управляющей компании, и к владельцу торговой точки. Чтобы разобраться со всем этим, они обратились с письмом в прокуратуру. На сегодняшний день им дан ответ, что разбирательство по данному вопросу передано в жилищную инспекцию. А пока данный вопрос мы также будем держать на контроле. Поставили тепловой счетчик в ноябре 15 числа, он начал считать. Вот в этом помещении у нас стоит тепловой счетчик. Он начал считать прям с первого дня неправильно. У нас платежка первая пришла за 15 дней ноября с начислением лишних денег. Люди стали удивляться, почему так. Обещали, что тепловой счетчик поставят, будем меньше платить. Пришла вторая платежка за ноябрь месяц, уже за декабрь месяц. За декабрь, полный декабрь месяц мы уже стали из каждой квартиры должны по 1000, по 2000 рублей лишнего. На сегодняшний же день жители дома 13 по улице Фрунзе написали коллективное письмо в адрес руководителя канашских городских теплосетей с просьбой сделать перерасчет выставленных сумм в квитанциях. Ирина Константинова, Константин Садюров. Вести недели. 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раком. К сожалению, количество заболевших ежегодно растет. Вести здоровый образ жизни и систематически посещать врачей. Такие советы дают онкологи всего мира. В Канашском межтерриториальном медицинском центре уже полгода работает Центр амбулаторной онкологической помощи, открытый в рамках нацпроекта здравоохранения. Какие функции он выполняет, узнавала Ирина Константинова. Канашским центром амбулаторной онкологической помощи заведует врач с многолетним опытом работы Геннадий Михайлов. Специализированный центр находится в левом крыле поликлиники на 3-м этаже. Ежедневно пациентам здесь проводят курсы химиотерапии. Геннадий Николаевич провел для нас небольшую экскурсию. Наши пациенты получают дополнительное лечение после операции, после лучевого лечения в онкологическом диспансере. Данный стационар принимает пациентов с 8 районов. Это как межрайонный стационар. Южный Куст полностью находится 6 человек на стационарном лечении. Это дневной стационар. Допустим, они приходят к нам днем, естественно, вечером уходят домой. Проводятся здесь анализы, исследования. Проводим полностью весь курс лечения. И при необходимости мы связываемся с нашими онкологическими, то есть онкологическим диспансером, специалистами для консультации дальнейшего лечения данных пациентов. По словам специалиста, чем раньше у человека диагностируют рак, тем больше шансов его одолеть. Так, обнаруженную на ранней стадии онкологии удается вылечить в 90% случаев. Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На 2-м месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу. Насчет мужчины и рак легкого, это такая тема актуальна сегодня. Единственной причиной, то есть одной из единственных причин рака легкого является курение. Если бы мы все с завтрашнего дня бросили курить, все мужское население и женское тоже, через 20 лет у нас заболеваемость раком легкого дошла бы до минимума, до нуля. То есть никто бы не знал проблему, как выявлять, что лечить и так далее. Все бы жили долго и счастливо. Что касается рака молочных желез, который чаще встречается у женщин, то здесь надо рассматривать несколько причин. Это чаще стало модно сейчас поздно рожать первого ребенка, после 30, скажем так. Гормональный фон организма не успевает перестраиваться. Можно сказать, что физиологически женщина уже стареет, у него появляется масса фоновых заболеваний хронических. И этой женщине очень трудно справляться с тем, что происходит во время беременности. И в это время как раз появляются раковые клетки, которые
сама женщина уже своим иммунитетом не может избавляться. Вот эти моменты надо учитывать. Затем, что касается рака кожи. Поскольку рак кожи тоже является таким частым заболеванием на сегодняшний день, мы за прошлый год выявили 25 случаев рака кожи. В основном такие это открытые части тела. То есть это фактор солнца в первую очередь. Мы должны использовать кремозащитные средства от этого солнца пагубного и загорать только те часы, когда солнце у нас не активно. Да. А следующий момент, следующая локализация – это колоректальный рак. Это рак кишечника, толстой кишки. Вот. Оно стремительно выходит на передовые планы. А с чем это связано? Во-первых, мы начали меньше с вами двигаться все. То есть наша обездвиженность, она приводит к обездвиженности нашего кишечника. Вот. Чем меньше мы двигаемся, тем хуже работает кишечник. И поэтому сейчас вот на приемах всегда, даже в молодом возрасте, я параллельно интересуюсь тем, как люди занимаются чем и так далее. Да? И многие из них отмечают, что у них запоры, склонность к запорам имеется. Во-первых, это наша еда, которой мы питаемся сегодня. К сожалению, из-за того, что у нас мало очень времени на себя, мы всегда перекусами сейчас занимаемся, едим бутерброды, то есть быструю еду, да, которые не являются для кишечника полезной. Вот. Мы от этого должны отходить. И, естественно, нашему организму нужны такие конкретные, то есть генетические. Наша пища – это каша, щи, борщ и так далее. Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг. Это системное проведение диагностики опухоли на ранней стадии. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии. Причем в 99 случаях их можно вылечить хирургическим путем. Если мы 30 лет тому назад состоял на учете в нашем кабинете 350-400 человек, которые жили после операции. Сегодня, на сегодняшний день, 1200 человек стоит на учете. Уже излеченные, про которых, то есть они уже или работают, и инвалидности не имеют, то есть там рак был на первой, второй стадии. Зависит в первую очередь от нас самих. Как мы, то есть избежать можно рак. Если человек, во-первых, ведет здоровый образ жизни, это и курево имеется в виду, и злоупотребление алкоголем, ведет активный образ жизни, правильно питается, в рационе, зелени должно быть много, различных овощей и фруктов, и он настроен позитивно, и он целеустремлен, занимается спортом, рак его точно обойдет стороной. Начиная с 50 лет, каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина непременно должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога. Мужчинам же стоит сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. Что-нибудь случится, сразу надо обращаться. Я в свое время тоже обращалась. У меня операцию делала, на лице опухоль была, тоже ходила. Вот. Вырезали, но не подтвердилось. Все нормально. В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак. По словам Геннадия Николаевича, в Канаше ежегодно обнаруживается 150 новых случаев рака и в 20 случаях запущенной стадии, 3-й и 4-й стадии. Медицина шагнула далеко вперед, ежегодно разрабатываются новые методы и методики лечения. Нужно запомнить, раковая опухоль не лечится народными способами. Как отмечает врач, бывают пациенты и с подобными мнениями. Ирина Константинова, Константин Садюров, Елена Блацева. Вести недели. Подземки в Канаше – это не сказка, а печальное настоящее. С пугающей быстротой растут просьбы горожан закрыть зияющие канализационные люки. О причинах и последствиях Антоний Николаев.
Чтобы попасть в волшебную страну, Алисе из романа Льюиса Кэрролла необходимо было для начала пройти через кроличью нору. Сказка становится былью в канаше, однако сказочной стороны по ту сторону не найти, да и нора далеко не кроличья. Наиболее популярный паблик о жизни канаша пестрит сообщениями об открытых или деформированных люках. Только за последние полгода подобных сообщений набралось десяток, а комментариев под ними и того больше. Причем география обращений равномерно разбросана по всей территории города. Но в чем причина? Куда деваются крышки и почему приходят в негодность? Не всегда крышки люков делаются из прочных материалов. Периодически это и служит причиной их поломки. Прогуливаясь по городу, съемочной бригадой было найдено множество полимер-песчаных крышек. Они изготавливаются из морозостойкой и жаропрочной пластмассы, в состав которой входят различные композитные материалы, в том числе и высококачественные полимеры. Однако они считаются скорее дачными и не предназначены для длительного и интенсивного использования. Но куда страшнее видеть канализационные люки и колодцы вовсе без какого-либо покрытия. Открытые люки можно найти во всех частях нашего города. Сейчас мы находимся в районе БАМ, где в ноябре 2019 года произошел один из трагических случаев. В районе БАМа на улице машиностроителей возле Магнита Косметик проложили новый тротуар. Посередине этого тротуара был открыт колодец канализационный. Люка там не было вообще. Ограждений и предупреждающих знаков там тоже не было. Моя мама пошла в детский сад за ребенком в темное время, уже вечер было, и не увидела то, что колодец открыт, и упала туда полностью. Повредила ногу, вследствие чего ей оказали медицинскую помощь, наложили швы. Значит, были многочисленные ушибы. Люки тоже как продолжали быть открытыми, так и сейчас. Вот недавно буквально тоже заметила по Ельцковскому шоссе 9 тоже был открыт колодец и присыпан снегом причем. А могут быть оказаться там и дети в том числе. На просторах того же паблика ВКонтакте периодически мелькают предположения о том, что крышки люков сдаются в пункты приема металлолома. Мы решили уточнить в одном из них, возможна ли такая ситуация. Точно не было. Люки же эти не принимаем никогда. А здесь вы сами, типа, даже если приносят, не принимаете? Нет. Это же отвечать надо же. Мы такими делами не... А это уголовно, это же все, да? Ну, конечно. Честно, были такие попытки, которые какие-нибудь там? Нет, мы не берем. Из видео понятно, что, по крайней мере, в официальные пункты приема сдать украденный чугунный люк не получится. Однако о возможности сдачи на нелегальные пункты мы информации не имеем, в связи с чем оставляем вопрос открытым. Добавим лишь, что на территории Российской Федерации действует статья 158 Уголовного кодекса «Кража». Что же остается в сухом остатке? Единственно возможным и максимально быстрым решением вопроса служит та же огласка, хотя бы в новостных ресурсах, как сети интернет, так и традиционных изданиях. Только этим способом можно улучшить ситуацию и с оптимизмом смотреть в будущее, а не под ноги. Антоний Николаев для «Вести недели». А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Низкие цены мечта, низкие цены реальность. С магазином «Светофор». В магазины «Светофор» напрямую от производителя поступает товар. Поэтому мы можем предлагать населению товары по очень доступным ценам. На постоянной основе проводятся акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Все группы товаров: продукты, бытовая техника, посуда, бытовая химия, одежда, обувь, хозяйственные товары, товары для дома и многое другое. Постоянные акции помогут сэкономить ваш бюджет. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. Покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Огромное количество новинок, детские товары, игрушки, товары для домашних питомцев. Все по самой низкой цене. Я очень часто хожу в «Светофор». Здесь очень выгодно покупать. Мне очень нравятся продукты, ассортимент. Здесь очень часто ходит много народа.
И приходите в светофор. Приходите в светофор, совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. А сегодня мы вам предлагаем купить товары по акционным ценам. Подсолнечное масло 5 литров 299,90. Грунт 60 литров 149,90. Лучшие товары и лучшие цены у нас. Город Канаш, Котовского, 4.